ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10 утра, город-администрация, день контроля. На повестке дня 5 вопросов. Первый – перевозка граждан на дачных маршрутах с мая по сентябрь. Это традиционное мероприятие в муниципалитете. В этом году среди 5 маршрутов со спецпроездными наибольшим спросом пользовался 117-й, более 5,5 тысяч пассажиров. Однако общая для всех маршрутов проблема – некоторые перевозчики отказываются везти людей по проездному, хотя в бюджете заложены деньги на компенсацию потерь. При осуществлении перевозки по муниципальному проездному билету в 2015 году бюджетом ГОК предусмотрены финансовые средства в объеме 400 тысяч. По итогам сезона перевозчикам было компенсировано выпадающих расходов на 250 тысяч рублей. То есть перевозчики не испытывают особой заинтересованности возить по спецпроездным. Точно так же остались недоосвоенными деньги по двум другим начинаниям. Освобождение территории от бесхозного транспорта, а также свалок, незаконных балков и нестационарных торговых объектов. На все выделили 200 тысяч рублей, однако 100 осталось, и это деньги для НТО. На сегодня в перечне 9 объектов, лишь 2 из них подготовлены к вызову, но еще стоят. По другим же и вовсе тупик. Вопрос упирается в уведомление владельцев. Есть уведомления, которые вручены продавцам, о том, что они обязуются эти уведомления передать владельцу. Любой юрист скажет, что это не должным образом уведомление. Поэтому мы запросили в комиссии, если они есть, я попрошу, чтобы комиссия мне их предоставила. И до конца года эти 2 ларька однозначно они будут вывезены. 2 других объекта из перечня продолжают работать до сих пор. По остальным ситуация еще более неясна. Первый зам руководителя администрации Федор Любанин потребовал ускорить процесс. Впрочем, такие призывы звучат регулярно, а вот с результатами с этим похуже.